Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас очередное занятие для сотрудников, работающих с Национальной электронной библиотекой. И начнем мы его с того, что в очередной раз повторим, что именно нам необходимо для того, чтобы начать работу с библиотекой. Необходимо, чтобы был договор с фондодержателем, был доступ к кабинету оператора электронного читального зала и была установлена программа «Просмотрщик». Договора, насколько я знаю, на данный момент есть уже у всех районов. В 2020 году подключились два последние района: Каменский и Можгинский, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть к тому, как заключить договор, мы с вами уже не возвращаемся. Единственное, что хочу сказать, что желательно, чтобы номер договора у вас где-то был записан и был всегда под рукой, потому что эта информация вам понадобится в случае возникновения каких-то технических проблем, с которыми вы будете обращаться оператором НЭП в Москву. Дальше нужен кабинет оператора ЭЧЗ. Если у вас его нет, то вы не сможете получать данные по статистике, не сможете записывать новых читателей. Ну и, собственно, тогда получается, что вся вот эта пляска с бубном у нас бесполезна, потому что цифры никакие вы себе записать в статистику не сможете. Насколько я знаю, кабинет оператора ЭЧЗ тоже есть уже у большинства библиотек, если вдруг вы оказались в числе тех, у кого этого кабинета нет. Что нам, бедным, делать с этой бедой? Порядок действий в этом случае такой. Вы заходите на сайт Руснэп, на главную страницу. Идете в правый верхний угол и проходите стандартную процедуру регистрации обычного читателя. То есть вот прошли стандартную процедуру регистрации. В обязательном порядке вот здесь прикрепили электронную почту. Желательно, чтобы это была та электронная почта, к которой имеет доступ не только один сотрудник, у которого это личная почта, и в случае, если этот сотрудник ушел, то он унес эту почту с собой. А желательно, чтобы это была та почта, к которой имеют доступ все сотрудники библиотеки, чтобы в случае необходимости любой из сотрудников мог к этой почте обратиться. То есть мы прошли стандартную процедуру регистрации, как обычные читатели. В результате у нас есть логин и есть пароль. Дальше мы должны с этими данными обратиться к сотрудникам НЭБа. Каким образом? Идем на главную страницу НЭБа, спускаемся вниз до самого конца страницы. Тут есть такой раздел «Обратная связь». Вот через этот отдел обратной связи мы пишем сообщение примерно следующего содержания. Мы библиотека такая-то, у нас есть договор номер такой-то. Мы зарегистрировались на вашем сайте под логином таким-то с электронной почтой такой-то. Пожалуйста, присвойте нам права оператора электронного читального зала. Примерно через неделю после этого сообщения вам должно прийти письмо, где будет написано: библиотеке такой-то присвоены права оператора электронного читального зала. Если по прошествии недели, двух-трех этого не случилось, то вы сами звоните в НЭБ и говорите: мы запросили права оператора электронного читального зала, нам их до сих пор не предоставили, пожалуйста, поторопитесь с этим, потому что это нам необходимо для работы. Количество библиотек, которые НЭП обслуживает, очень большое, и поэтому в потоке ваше письмо может затеряться. Если такое случилось, не стесняйтесь, пожалуйста, о себе напомнить, потому что иначе будете так и сидеть и ждать у моря погоды, про вас забудут. После того, как права оператора электронного читального зала вам будут присвоены, у вас появится личный кабинет оператора электронного читального зала. Выглядеть он будет примерно вот так. То есть, что здесь будет написано? Если вы раньше заходили в личный кабинет как пользователь, у вас вот здесь вот было написано «пользователь такой-то», по логину, то здесь, видите, написано: вы зашли как оператор электронного читального зала.
Здесь же будет написано, какой библиотеке принадлежит электронный читальный зал, какой договор закрепляет право пользоваться электронным читальным залом, какие IP-адреса прописаны в этом договоре, ну и непосредственно адрес библиотеки. То есть, если вы зашли в свой личный кабинет, для того, чтобы войти в личный кабинет, мы вот здесь заходим через кнопочку «Войти» и заходим уже с тем логином и паролем, которыми зарегистрировались на сайте, да? Вот если вы в личный кабинет вошли и этого всего не видите, значит, права оператора электронного читального зала у вас не присвоены. И необходимо их срочно получить. Если мы видим вот в таком виде, у нас выглядит кабинет, значит, все прекрасно, права у нас имеются. Следующее, что мы должны сделать, это поставить программу «Просмотрщик» на те машины, на которых мы планируем обслуживать читателей. Программа «Просмотрщик» позволяет нам просматривать те книги, которые защищены авторским правом. Каким образом нам поставить эту программу «Просмотрщик» и где нам ее взять? Опять же, мы идем на главную страницу сайта NEP. Вот мы сюда пришли и опять же спускаемся в самый низ страницы. И видим вот такую надпись «Программное обеспечение». Выбираем ту программу, которая подходит для ваших машин. Ну, я практически на 100% уверена, что у вас у всех стоит Windows. Скачиваем эту программу себе на машину. Устанавливаем эту программу себе на машину. Это не страшно, это не сложно. Но если прям совсем попробовали и поняли, что запутались и не получается, поймайте любого грамотного молодого мальчика и попросите его помочь. Я думаю, он справится за 2 минуты и даже денег с вас за это не возьмет. Так, после того, как вы установили программу на свою машину, у вас на рабочем столе появится значок этой программы. Выглядеть он будет примерно вот так. То есть вот такой ярлычок у вас появится на рабочем столе. После того, как ярлычок этот появился, мы должны один раз в эту программу войти. Вот действие, про которое я сейчас расскажу, выполняется единоразово. В дальнейшем мы этого уже не делаем, мы работаем через сайт, программу не трогаем, она запускается сама по мере необходимости. Но единоразово мы должны ее запустить. То есть вот после того, как установили мы ярлычок, щелкнули на него, сказали «Открыть программу», у нас появится примерно вот такое окошечко. Примерно вот такое окошечко открытой программы. И мы идем в верхний левый угол. Посмотрите, вот сюда. Здесь будет нарисована такая шестереночка и замочек. Замочек может быть либо закрытый, либо открытый, вот как у меня. Если замочек открыт, значит все, в программе можно работать. Если же замочек у вас закрытый, то есть он красненький, и вот эта душечка захлопнута, да, то нам необходимо вот на эту шестеренку кликнуть. У нас появится такое окошечко, где будет написано: ваша машина не прописана в реестре доверенных программ. Прописать ее туда, вы ставите галочку «Да, прописать». После того, как галочку эту вы поставили, надпись у вас появится вот такая: машина находится в реестре доверенных. Замочек у вас откроется. Все, это значит, что программа активирована, в ней можно работать. Дальше мы про эту программу забываем и не трогаем ее больше до того момента, пока на нашем сайте не появится информация, что необходимо переустановить программу. Такое бывает примерно раз в 2 года, когда программа устаревает, ее надо менять на новую. Дальше все, что мы делаем с NEP, мы делаем непосредственно через сайт. Итак, вот мы пришли в NEP. Можем мы здесь осуществить поиск любых документов, но надо понимать несколько принципиально важных моментов. Когда вы работаете с компьютера в библиотеке, вас автоматически опознает как библиотеку по вашему IP-адресу. Но все-таки, чтобы вы были уверены, что вы работаете именно как сотрудник библиотеки, необходимо осуществить вход. Вот вы пришли на сайт, вы нажали кнопку «Войти».
и набрали тот логин и пароль, под которыми вы зарегистрировались на сайте. Вот вы вошли, вы видите тот самый кабинет оператора электронного читального зала. И, собственно, можем начинать работу, да? Каким образом мы осуществляем поиск каких-либо документов в нашей электронной библиотеке? Посмотрите, вот на главной странице НЭБа есть вот такая поисковая строка. То есть строчка, куда мы можем вводить какой-то текст и нажать кнопочку «Найти». Это самый простой вариант поиска, то есть вводим ключевые слова, которые нам нужны. Если нам необходимо уточнить наш запрос, то есть, посмотрите, такая кнопка, как расширенный поиск. При нажатии кнопки «Расширенный поиск» у нас появляется больше различных полей, которые мы можем заполнить. То есть, если мы знаем конкретного автора, вбиваем автора. Если знаем конкретное название книги, вбиваем название. Если не знаем ни автора, ни названия, но знаем тему примерную, на которую нам надо найти книгу, то вбиваем в категорию «По содержанию» и вбиваем то словосочетание, которое нам надо найти. В разделе «Категория», если вы не знаете четко, в какой категории вы ищете книгу, лучше оставить все категории. Если, допустим, четко знаете, что нужны только авторефераты и диссертации, допустим, оставляем только эту категорию, остальные убираем. Особо хочу обратить ваше внимание вот на эти позиции. Доступ к изданиям. Все доступные онлайн, доступные в ВЧЗ и печатные издания. Давайте разберемся, в чем разница. В НЭБ входят как бумажные книги, так и электронные. Бумажные книги хранятся у фондодержателей, то есть у различных библиотек, музеев, архивов. Книги, которые доступны онлайн всем пользователям, в том числе и незарегистрированным, это те книги, которые относятся к так называемому национальному достоянию. То есть это книги, расположенные в свободном доступе. Доступ к ним можно получить с любой машины, независимо от того, подписан у нее договор с НЭБ или не подписан. Книги, которые доступны только в электронном читальном зале, это те книги, которые охраняются авторским правом, и доступ к ним возможен только с тех машин, которые заключили договор с НЭБом, то есть с машин, которые принадлежат библиотекам. Да? Вот в зависимости от того, что именно вы хотите найти, здесь мы меточки расставляем соответствующим образом. То есть если поставили меточку на все, то будем видеть все книги, в том числе и бумажные. Для чего это надо? Это, допустим, когда человек пишет серьезный научный труд, и ему важны все источники. Допустим, он знает, что если он не найдет их в электронном виде, то он закажет печатное издание через МБА. Если человек планирует заниматься у вас в электронном читальном зале, соответственно, ставим доступные в ВЧЗ. Если же человек планирует заниматься дома, то ставим доступные онлайн. Но вот тут, девочки, вы должны понимать такой момент, что человек может заниматься дома со своей машины с НЭБом, либо как ваш читатель, либо как человек, который не имеет к вам никакого отношения. Если он работает с НЭБом из дома как ваш читатель, то все, что он просматривает, в том числе и из дома, попадает в вашу статистику. Если же он работает там как сторонний человек, который не имеет никакого отношения к библиотеке, то и в статистику библиотеки ничего из того, что он просматривает, не попадает. Так вот, для того, чтобы человек, который работает из дома, считался вашим читателем, и вы могли учитывать в статистике все, что он просмотрел, он должен быть зарегистрированным пользователем. То есть точно так же он из стен библиотеки проходит стандартную процедуру регистрации. После этого у него появляется логин и пароль, и из дома он работает вот с этим логином и паролем. В этом случае все книги, которые он открыл, попадают в вашу статистику.
получили результат. Ну, давайте мы сейчас что-нибудь попробуем. Вот чаще всего в отчетах вы пишете, что большинство отказов у вас идет по классической литературе из школьной программы, поскольку недостаточно количества экземпляров. Так вот, девочки, практически вся классическая литература из школьной программы в НЭБе имеется. Причем имеется она там в неограниченном количестве. То есть одновременно и 10, и 20, и 30 учеников могут эту книжку читать, и всем хватит, что называется. То есть не столкнетесь вы с такой проблемой, что у вас в фонде 3 книжки, а читателей пришло 20 за этими книгами. Вот, например, я беру отчеты ваши годовые и смотрю, какие книги у вас стоят в отказах. И вот, допустим, вижу, что в отказах у вас стоит ну, такой автор, как Достоевский. Давайте ради интереса посмотрим, что у нас у Достоевского есть в НЭБе, и можем ли мы предложить что-то нашим читателям. В раздел «Автор» я ввожу Достоевский. Даже не буду указывать, что он Федор Михайлович. Остановлюсь. Ну, хотя нет, давайте укажем, где еще у меня какие ограничения. Это то, что доступно в онлайне. Да? Давайте все-таки выберем все книги. То есть и то, что доступно в онлайне, и то, что доступно в электронных читальных залах, и то, что доступно в печатном виде. Так, по годам у нас тоже ограничений нет. По рубрикам ограничений нет. Просим найти. И вот я вижу, что у нас доступно 3418 изданий, у которых автор Достоевский Федор Михайлович, в том числе полное собрание. Ну, правда, там доступна только бумажная версия, то есть это не наш вариант, да. Нам нужно то, что доступно в электронном виде. Вот мы видим «Преступление и наказание» доступно в электронном виде, «Идиот» доступно в электронном виде, полное собрание сочинений и писем. Так, это доступна только бумажная версия. Так, это сразу пропускаем, то, что доступна только бумажная версия, да. Это не наш вариант. Но, тем не менее, вот, допустим, «Преступление и наказание», да. «Преступление и наказание», программная литература, то, что проходит в школе, то, зачем у нас школьники могут прийти. Итак, вот «Преступление и наказание», видим, что открыть. Открываем, смотрим, что получим в итоге. Вот, «Преступление и наказание», роман в 6 частях. Видим вот такую страничку, да, и видим, что здесь мы можем страничку читать, и поскольку эта страница у нас относится, эта книга, это произведение у нас относится к тем произведениям, которые в открытом свободном доступе, то мы ее можем еще и скачать. Если кому-то прямо очень надо, мы ему на флешку можем скачать полностью весь текст. Человек пойдет домой счастливый, будет спокойно сидеть и читать дома. Ну, давайте, допустим, остановимся на варианте, когда человек решил сидеть и читать в читальном зале, да. Нажимаем «Читать». Вот мы видим, что у нас доступен текст романа. Ну, вот мы выбрали такое старое издание 1867 года, поэтому оно будет с ятями. Вот таким образом мы можем книгу листать. Здесь мы видим уменьшенные копии страниц наших, да. Давайте сразу перейдем вот к 7 странице. Вот у нас загрузился полный текст, который мы можем читать. Что мы еще с этим текстом можем сделать, помимо того, что мы можем его читать и листать? Посмотрите, тут есть минус и плюс, то есть мы можем увеличивать и уменьшать текст в случае, если нам необходим, допустим, более крупный текст. Вот мы его можем укрупнить, если нам тяжело читать мелкий текст. Что еще мы тут видим? Мы видим значок «Скачать». То есть, если я сейчас нажму «Скачать», началось скачивание этого ресурса. Но поскольку книга большая, тяжелая, качаться она будет достаточно долго. Вот 1 час показывает, что она у нас будет качаться. Но, тем не менее, она закачается в формате PDF. Человек ее сможет читать дома. Дальше что еще?
Информацию о документе в целом мы можем посмотреть, да, для чего нам это надо, допустим, если студент у нас работает со списком литературы, то вот эта информация о документе у него пойдет в список литературы. Так, в настройках что мы можем сделать? Повернуть, сделать ночной режим, режим прокрутки, полноэкранный режим. Можем посмотреть эскизы, вот они у нас. И очень удобная позиция, когда мы можем найти в тексте какое-то конкретное слово. Например, нам надо найти описание старухи в тексте, да, так и пишем. Старуха. Хотя она тут, конечно, с ятями, я не уверена, что я правильно написала. Нет, смотрите, без ятей даже понял, да? И вот, смотрите, он нам показывает все страницы, где упоминается слово «старуха». Допустим, я хочу перейти вот к этой странице, страница 13. Вот мы видим страницу, вот мы видим отмечено то слово, которое мы искали, да? Ну и вот смотрите, идет дальше как раз описание. Это была крошечная сухая старушонка, лет 60, с острыми злыми глазками, ну и так далее. То есть не только книгу мы нашли, но и конкретный кусок текста нашли в этой книге, который нам был нужен. Но это мы с вами работали с книгой, которая находится в открытом доступе, то есть которую можно полностью скачать и которую читатель сможет читать из дома с любой машины, подключенной к интернету. Если же все-таки мы будем работать с теми книгами, которые доступны нам только в стенах библиотеки. То есть вот я сейчас в поисковике, тут мы оставляем Достоевский, а здесь я выбираю позицию не все, а доступны только в электронном читальном зале. То есть это те книги, которые будут доступны только в стенах библиотеки. Там немножко работа будет отличаться. Ну вот я сейчас, к сожалению, работаю на машине, на которой не установлена программа «Просмотрщик». Зато здесь установлена программа, которая позволяет записывать видео, поэтому, скорее всего, у меня эти книги не откроются. Но я вам, по крайней мере, покажу. Вот смотрите, допустим, «Повесть «Белые ночи». Мы сразу видим вот такую надпись, да, что в полном объеме текст документа доступен в электронных читальных залах РНБ. Что это значит? Это значит, что он доступен только с компьютеров тех библиотек, с которыми заключили договор с НЭПом. И вот, поскольку у меня здесь программа «Просмотрщик» не стоит, если я сейчас попытаюсь открыть, то видите, он мне пишет, что в полном тексте доступно только в электронных читальных залах. Если бы у меня программа «Просмотрщик» на этой машине стояла, то у меня запустилась бы надпись, что запускается программа «Просмотрщик». Вы с этим согласны? Необходимо было бы подтвердить: да, я согласен с тем, что запускается программа «Просмотрщик». И после этого текст книги открылся бы точно так же, вот как мы до этого смотрели, полные страницы, но в специальном окне. Там помимо тех кнопочек, вот, которые мы уже вот здесь вот видели, будут еще дополнительные кнопки с правой стороны. Поскольку книга в этом случае охраняется авторским правом, то будет отсутствовать кнопочка «Скачать». Зато будут присутствовать кнопочки «Положить закладку» и «Создать цитату», которые тоже позволяют работать с текстом. Вообще я вам очень сильно рекомендую, для того, чтобы уверенно себя чувствовать при работе с НЭП, начните с того, что открываете различные книги по различным запросам и смотрите, какие кнопочки вообще имеются на странице. Если интуитивно не понимаете, что эта кнопочка обозначает, подведите к ней мышку, появится всплывающая подсказка, которая подсказывает, что с помощью этой кнопки с книгой можно сделать. Вы должны уверенно чувствовать себя при работе с книгой, чтобы, когда
придет читатель, вы могли выступать как эксперт, могли легко отвечать на его вопросы, не теряться, не бояться в ноябре работать и четко понимать, что вы делаете. То есть вот таким образом, собственно, мы можем выполнять любые читательские запросы. В конце занятия, точнее даже не в конце занятия, а после того, как вы прослушаете вебинар, у вас будет ссылочка на задание, которое я для вас подготовила, которое надо выполнить с помощью Неба. И в течение недели после завершения вебинара вы мне должны эти задания выполненные прислать. Я создам группу ВКонтакте, где можно будет обсуждать все проблемы, которые у вас возникли в процессе выполнения заданий, задавать мне любые вопросы, я постараюсь на них максимально оперативно отвечать. Методисты разошлют вам как мои задания и вопросы, так и ссылку на группе ВКонтакте. Что еще полезного вот имеется у нас на сайте НЭБ? Каким образом это может нам еще помочь выполнять читательские запросы? Обратите, пожалуйста, внимание, что есть у нас такой раздел на сайте НЭБ, если мы вот вниз спустимся, как коллекции. Что такое коллекции? Это тематические подборки книг, которые составили в основном библиотекари РГБ, но есть и авторские коллекции, которыми вы можете воспользоваться. То есть это уже готовые подборки, вам не надо уже в Небе искать книги по данной теме, вот они собраны у вас уже, и вы можете ими воспользоваться. Тут, правда, не очень удобный поисковый аппарат, то есть нет возможности вывести какой-то список, можно вот только открыть все коллекции и просматривать их, да. Я для себя выбрала такой способ работы с этими коллекциями, мне он кажется наиболее удобный, вы, возможно, придумаете для себя что-то другое. Я для себя составила список всех коллекций, которые имеются по типу, там, скажем, известные личности российские, известные личности зарубежные, коллекции по технике, коллекции по искусству, коллекции по истории. И выписала для себя наиболее интересные коллекции. И примерно с периодичностью раз в месяц-два я просматриваю, какие новые коллекции появились, и добавляю их к этому списочку. Таким образом, у меня всегда есть актуальный список. И если ко мне приходит читатель, запрос которого совпадает с названием одной из коллекций, я уже ничего не ищу, просто открываю ему коллекцию, говорю, вот посмотрите, что тут есть, возможно, что-то для вас подойдет. Например, вот коллекция какая, допустим. Вот по Иосифу Бродскому, да, допустим, вот посмотрите, подборка из 12 книг. Если мы сюда сейчас заходим, вот я вижу, что в коллекции 12 книг, прошу показать все. И вот вижу, какие книги здесь есть. Вижу, что часть книг доступна только в бумажной версии документов, но большинство доступно и в электронной в том числе, да. И, соответственно, любую из этих книг я могу открыть. Например, вот... Что у нас писал о Бродском Ян Гильфбенг. Я могу открыть и посмотреть. Точно так же с любой другой книгой я могу поступить, да. Вот, кстати, композитор, пишущий слова, очень неплохая статья о Бродском. То есть вот он, полный текст мы уже видим. Мы можем его читать, можем его, соответственно, скачать. Можем вернуться обратно к полной коллекции. На что еще я обратила бы ваше внимание, как операторов электронного читального зала, которым придется обслуживать пользователей. На сайте есть версия для слабовидящих и версия для слепых. Версия для слабовидящих — это, соответственно, мы можем со шрифтами поиграть и с контрастами, если кому-то из ваших пользователей это необходимо. Версия для слепых — это у нас будет звуковой поиск. Что еще? Любые вопросы, которые у вас возникают в процессе работы, вы можете задавать мне.
Все мои контакты у методистов есть, они вам их разошлют. И, что немаловажно, вы их можете задать сотрудникам НЭБа. Для этого достаточно выйти вот в позицию «Обратная связь» и написать им, задать им тот вопрос, который у вас возник. Как правило, они отвечают достаточно оперативно. Периодически рекомендую читать новости, поскольку здесь появляется информация о каких-то новых сервисах, которые в НЭБе появились, которые нам бывают не безинтересны. Давайте теперь поговорим о том, что вот читатель пришел, мы ему поиск осуществили, что-то нашли, человек посидел и книжки у нас почитал. И что мы с этого будем иметь? Нам необходимо вот те книги, которые человек прочитал, зафиксировать как-то, да, то есть отметить себе книговыдачу. Что нам надо понимать, когда мы собираем данные по книговыдаче с НЭБа? У нас есть те читатели, которые пришли к нам непосредственно в библиотеку и непосредственно в библиотеке открывали какие-то книги из НЭБа. Их мы можем традиционным образом отточковать. У себя в бланке отметить, что, допустим, человек приходил и открывал 5 книг по искусству. Но помимо того, что мы точкуем те книги, которые у нас открывались в стенах электронного читального зала, читатели могут открывать книги вне стен электронного читального зала. И, как я уже говорила, если они это делают, войдя на сайт под логином и паролем, которые вы им выдали, эти книги тоже будут учитываться в вашей статистике. Для того, чтобы увидеть, сколько книг у нас, допустим, читатели брали вне стен читального зала, мы должны воспользоваться личным кабинетом оператора электронного читального зала. И здесь есть такой раздел, как «Статистика». Я захожу сейчас в раздел «Статистика». Я могу задать тот период, который мне нужен. Например, я хочу увидеть, сколько книг у меня выдавалось, ну вот пусть с 1 января Нового года, да, по сегодняшний день. Обратите внимание, несколько разделов. Количество регистраций из ЭЧЗ. Здесь мы увидим, сколько людей у нас зарегистрировалось в библиотеке из стен электронного читального зала за этот период. Количество активных читателей. Здесь мы увидим количество людей, которые в течение этого года заходили в библиотеку по своему логину и паролю. Количество просмотренных страниц. Ну, соответственно, сколько страничек открылись, столько здесь и отразится. Количество просмотров изданий НЭБ из ЭЧЗ, в которых открыта хотя бы одна страница. Вот это у нас позиция книговыдача. Вот как раз с этой позиции мы берем данные по книговыдаче. То есть, девочки, в книговыдачу у нас попадают не те книги, карточки мы на которые посмотрели, а те книги, которые мы открыли, хотя бы одну страничку в них прочитали. Потому что я вот столкнулась с таким вопросом, не буду говорить, в каком районе такой вопрос мне задали. Но вот люди мне говорят, а у нас нет книговыдачи, не фиксируется эта позиция. Я просматриваю остальные позиции, я вижу, что поисковые запросы были, открытые карточки были, активные читатели есть, открытых страничек нет. Как выясняется, проблема в том, что люди открывали только карточки. Тексты книг они не открывали, они не знали, что их можно открыть. Соответственно, книговыдачи у них нет. Итак, в каком виде мы видим статистику? Первое, мы видим вот такой некий график, на котором это будет отражаться. В принципе, вот, да, количество книговыдач, допустим, я вижу. Но это вот не очень удобный для нас вариант. Конечно, мы можем сосчитать, да, что вот у нас получается 2 было 6, 2 было 17 и 6 было 24. Итого 10 книг у меня за этот период, получается, было открыто. 10 книговыдач было с начала года в НЭБе. Но вот не очень удобный график,
Поэтому помимо графика у нас есть вот такой вот файлик в формате Excel, который прицепляется. Если я его сейчас открою, он у нас скачивается на машину. Я его могу открыть. И вот здесь я, собственно, вижу, да, за какой период, сколько книг у меня было открыто с росписью по дням. К сожалению, в НЭБе нет возможности расписать, то есть в отчете увидеть по разделам, то есть из каких разделов были открыты книги. У них идет вот такой вот единый куском. То есть по разделам вам придется точковать самим, отслеживать, что у вас читатели открывали в зале, и точковать самим по возможности. Что я вам очень рекомендую сделать, девочки, когда вы работаете со статистикой. Поскольку в случае проверки, если к нам пришла какая-то проверка и стали проверять, откуда у нас какие цифры, нам могут задать вопрос, да, откуда у вас вот эта цифра книговыдачи, допустим, за год появилась. Для того, чтобы мы могли обосновать проверяющим эти цифры, у нас должны быть следующие документы. У нас должен быть договор с НЭБ, на основании которого мы имеем доступ к этим ресурсам. У нас должны быть бланки, где мы точкуем тех читателей, которые брали у нас книги в стенах электронного читального зала. И у нас должны быть вот эти вот бланки статистики, которые показывают, сколько у нас книг было выдано всего, с учетом тех книг, которые выдавались вне стен читального зала. Конечно, мы можем пришедшему проверяющему вот точно так же открыть кабинет, открыть статистику за определенный период и этот график показать, да. Но может случиться так, что вот именно в тот момент, когда пришел проверяющий, у нас вдруг не открылось что-то там, что-то забарахлило, и в результате показать не получится. Вот чтобы такого не случилось, регулярно, я это делаю раз в квартал, вы можете это делать с такой частотой, какой требует ваше руководство. Я делаю принтскрин экрана и сохраняю его в отдельную папочку с подписью. То есть, допустим, вот это у меня статистика там за период с 1 января по 25 февраля. То есть вот я делаю принтскрин экрана, да, соответственно, какую-то программку, допустим, закидываю, которая позволяет работать, ну пусть в тот же Paint, поскольку на этой машине больше ничего не вижу. Я вставила этот принтскрин экрана, лишнее я все пообрезала. Оставила, чтобы было видно адрес сайта, то есть чтобы было понятно, что это действительно сайт небовский. Допустим, вот так вот обрезала и создала отдельную папочку, где написала, допустим, учет книговыдач и положила туда эту папочку. Что у нас может получиться в результате? Допустим, счетчик мне показывает, что было 10 книг выдано с начала года. А я смотрю по своим записям и вижу, что в читальном зале у меня прочитано 7 книг. Отточковала, которые я, да, которые читатели брали у меня в читальном зале. Соответственно, что получается? 7 книг у меня посмотрели в читальном зале, всего их 10. Соответственно, 3 книги у меня смотрели читатели вне стен читального зала, то есть удаленно. Итого статистика у нас будет как выглядеть? Книговыдача всего 10, в том числе 7 в стенах читального зала и 3 удаленно. Всю эту статистику мы сохраняем, фиксируем себе и, соответственно, вставляем ее в отчеты. Да? По поводу отчетов, девочки. Помимо того, что мы составляем ежемесячные отчеты, куда включаем вот эти файлы статистики, у нас есть еще такой страшный зверь, как годовой отчет, который каждая библиотека пишет. И вот об этих годовых отчетах хотелось бы мне поговорить немножко отдельно. Во-первых, вот покажу я вам, допустим, как я фиксирую книговыдачу. У меня ежемесячно составляется, ежеквартально точнее, составляется вот такой отчет, где я фиксирую всю книговыдачу, вот в том числе и за НЭБ, с сетевых электронных ресурсов. У вас, соответственно, из всех сетевых электронных ресурсов будет НЭБ,
Ну, у кого-то из библиотек есть еще полпред. То есть у вас будет всего 2 строчки в этом отчете. Но, тем не менее, вы его вполне себе можете составить, руководствуясь, еще раз говорю, счетчиками, которые вы можете найти в личном кабинете оператора в разделе «Статистика». То есть вот такой отчет по книговыдаче вы для себя ведете. Ведете вы реестр суммарного учета, но это я вам уже говорила, да, где вы фиксируете все те сетевые удаленные ресурсы, которые есть у вас в доступе. Вот у нас реестр выглядит примерно так же. Вы себе можете его взять за образец. И вот у меня, опять же, соответственно, этих ресурсов много в библиотеке. У вас, получается, будет всего 1 строчка. Это НЭП. Также вы пишете, что договор у них бессрочный и ежегодно он подлежит пролонгации, пишите название ресурса, пишите, кто фондодержатель, это у нас РГБ, пишите сроки доступа, соответственно, раз договор у нас продлевается на год, срок доступа у вас будет с 1 января по 31 декабря. Количество пакетов, мы знаем, что сетевые удаленные ресурсы у нас возможно учитывать пакетами. Это 1 пакет. Ну и количество книг вы можете примерное указать, то, которое вот тут в разделе о проекте, допустим, они сами указывают. Вот НЭП в цифрах. Можете взять примерную цифру, вот, допустим, да, в каталоге 45 миллионов 901 тысяча записей. Электронных документов 5 миллионов. То есть вот отсюда можно взять все необходимые цифры. Когда вы будете писать очередной годовой отчет, я вас очень прошу, не оставляйте пустыми те разделы, в которых должна отражаться та ваша работа, которую вы ведете с НЭП. Поскольку каждый раз, проверяя ваши годовые отчеты, я тут плачу и рыдаю, и что самое обидное, в итоге я вынуждена в аналитическом отчете для министерства про некоторые библиотеки писать, что с НЭП они не работают, несмотря на то, что они подключены и подключены уже не 1-й год. Давайте поподробнее остановимся на том, что же у нас должно быть заполнено в годовом отчете касательно НЭБа. Вот посмотрите, такие разделы, как раздел 5.3 в вашем отчете. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем. Национальная электронная библиотека – это тоже электронная библиотечная система. В этом разделе вы должны написать, есть ли у вас в районе доступ к НЭП, сколько библиотек в районе подключено к НЭП, были ли в текущем году подключены новые библиотеки, то есть изменилось ли количество библиотек в течение года. Здесь же еще можете указать количество точек доступа. То есть, если, допустим, у вас в районной библиотеке программа «Просмотрщик» установлена на 5 машинах, то это 5 точек доступа. Итого, допустим, у вас может быть подключено 3 библиотеки, общее количество точек доступа 10, допустим, да, если программы установлены сразу на несколько машин в одной библиотеке. Дальше раздел 5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов. Количество пользователей, обратившихся к электронным сетевым ресурсам. НЭП – это электронный сетевой ресурс. То есть, если вот здесь у нас ничего не написано, я так понимаю, что за весь год ни вы, ни пользователи НЭП даже не открывали. Иначе здесь была бы какая-то цифра. Раз тут ничего не написано или стоит 0, ну, значит, вообще не трогали этот ресурс и не открывали его. Количество тематических запросов. Опять же, сколько тематических запросов было выполнено с помощью НЭБа. Что еще можно здесь написать? Используется ли этот ресурс при выполнении справок и каких? Обращаются ли пользователи к ресурсу? Как часто обращаются? Какие группы пользователей особенно часто обращаются? Занимается ли библиотека продвижением ресурса? Как именно, с каким результатом? Какова динамика использования ресурса по сравнению с прошлыми годами? В чем причина роста, спада или отсутствия этой динамики? То есть, если работаем с ресурсом и все хорошо, то хвастаемся и рассказываем, да?
сколько справок выполнили, как именно работали, как этот ресурс продвигали, какие группы пользователей к ресурсу обращались. Если по каким-то причинам не удается с ресурсом работать, то указываем причину, почему работать с ресурсом не удается. Там, допустим, недостаточно знаний, тогда я понимаю, что надо провести занятие. Недостаточная скорость интернета, ну, понятно, что это какие-то технические причины, там, ну, еще какие-то причины, которые помешали работать с НЭПом, чтобы мы понимали, в чем проблема, и могли попытаться помочь вам эту проблему решить. Потому что если вот здесь не написано совсем ничего, то вывод я делаю: с ресурсом не работают, потому что все ленивые и бестолковые. Вот чтобы мы так про вас не думали, пожалуйста, в отчете что-то пишите конкретное. Дальше раздел обслуживание удаленных пользователей 6.5. Вот здесь есть конкретная прямо графа в таблице по подписным полнотекстовым ресурсам. Сколько справок было выполнено. Подписной полнотекстовый ресурс для вас это НЭП. Скорее всего, других ресурсов у вас на сегодняшний день нет. Ну, во всяком случае, очень мало у кого есть. И вот здесь у нас должна быть цифра, сколько справок выполнено с помощью НЭП. Опять же, если 0 справок выполнено с помощью НЭП, то, скорее всего, его просто никто не открывал и с ним никто не работал, да? Потому что в противном случае тут бы была какая-то цифра. Очень часто, когда я начинаю с коллегами из сельских библиотек разговаривать про то, как у них ведется работа про НЭП, вернее с НЭП, я слышу такую вещь: а у нас читатели про НЭП не спрашивают. Я всегда задаю им встречный вопрос: а вы читателям про НЭП-то рассказывали? Читатели-то вообще знают, что у вас НЭП есть, что они могут им пользоваться. Это, девочки, вот, понимаете, такая система, которую необходимо внедрять, которую необходимо читателям пропагандировать. Читателей необходимо ставить в известность, что вы можете оказать еще и такую услугу. Точно так же, как когда-то вы, допустим, внедряли услуги ЦОДа, да? Посмотрите, сколько лет вы об этом читателям рассказывали, показывали, объясняли. В результате теперь у вас читатели идут на эту услугу, и достаточно большое и количество справок, и количество запросов у вас идет именно по услугам ЦОДа, по госуслугам. Но случилось это исключительно потому, что вы прилагали определенные усилия. Вы читателю рассказывали о том, что в библиотеке они такие услуги могут получить. Точно так же должно быть с НЭПом. То есть любые читательские запросы мы выполняем в комплексе. Пришел читатель с каким-то запросом, подобрали ему бумажную литературу из фонда, которая этому запросу соответствует, и тут же посмотрели, что есть в НЭБе по этому запросу. И читателю предлагаем, что вот помимо вот этих книжек мы вам можем еще вот эти электронные книги предложить. Вы их можете посмотреть вот здесь, сидя в читальном зале. А если мы вас зарегистрируем, то вот эту и вот эту из этих 10 книжек вы сможете почитать и посмотреть дома. Либо вот эту книгу я вам могу скачать на флешку, и вы ее можете дома на флешке почитать. Либо вот этот рассказик, он совсем небольшой, он 2 страницы занимает, мы его можем сейчас с вами распечатать, и вы унесете в печатном виде. Да, вы за это заплатите 10 рублей, но зато ребенок не получит у вас 2 и будет с текстом нужным, да, на уроке. То есть с читателем обязательно работаем. Обязательно рассказываем читателям о том, что НЭП у вас есть. То есть на стенд повесили эту информацию, на сайт выложили, в группе ВКонтакте эту информацию выложили. Рассказываем о том, какие интересные коллекции на сайте появились. То есть, допустим, вот увидели, что появилась какая-то коллекция на тему, которая, возможно, интересна достаточно широкому кругу ваших читателей. Не поленились, сделали пост ВКонтакте на эту тему. Возможно, кто-то придет и посмотрит именно эту коллекцию. Пока мы с вами не начнем работать с ресурсом, не будем читателю этот ресурс предлагать, никто у нас его спрашивать не будет. Да, возможно, этот ресурс не самый лучший, потому что там нет, допустим, современной художественной литературы, там нет каких-то
современных авторов, но, тем не менее, это тот ресурс, которым мы располагаем, и часть тех отказных запросов читателей, с которыми мы сталкиваемся, мы с помощью этого ресурса можем удовлетворить. И поскольку сейчас мир у нас переходит к цифре, цифровой информации, наша с вами прямая задача приучить наших читателей пользоваться в том числе электронной литературой. Даже если понятно, что, допустим, особенно люди пожилые очень неохотно на электронную литературу переходят, но, тем не менее, вот, допустим, приходят же у вас читатели и пользуются консультантом, гарантом, они при этом сидят в читальном зале, никто из них не требует: принесите мне сюда вот уголовный кодекс и 5 томов комментариев к нему, да. Все сидят и работают с электронной литературой, потому что вы их уже приучили это делать. Вот точно так же надо действовать и с НЭПом. Учить людей читать книги в электронном виде. Это необходимость времени. То есть это надо объяснять, об этом надо говорить. А для того, чтобы вы, девочки, не боялись это делать, первое, что вам необходимо, это самим разобраться с ресурсом так, чтобы вы его не боялись и не пугались. Понятно, что у вас ситуация такая, что вот один сотрудник библиотеки, который должен успевать и там, и там, и там, и в том числе и НЭПом тоже заниматься. Понятно, что это непросто, что это требует времени, что это требует усилий, но, к сожалению, вот без планомерного изучения ресурса с мертвой точки мы с вами не сдвинемся. Поэтому прямо вот при составлении месячного плана закладываем себе определенное количество часов, там, допустим, 4 часа в месяц я сижу и изучаю НЭП, там, допустим, да, 2 часа в каждую неделю, или там по часу в неделю я себе выделяю времени. Я сижу, изучаю НЭП, нажимаю на все кнопочки, смотрю все, что я могу здесь сделать, пытаюсь выполнить какие-то читательские запросы, точкую эти запросы, составляю себе отчет по этим запросам, снимаю статистику с сайта, то есть отрабатываю все вот эти навыки, чтобы потом, когда я уже выйду на читателя, я все это могла делать быстро, уверенно и производить на читателя впечатление эксперта и человека, который готов ему помочь и уверенно себя чувствует на этом ресурсе. Ну, это, собственно, я уже так плавно перешла к такому разделу, как продвижение НЭП. Очень рекомендую вам сделать печатные такие памятки, подсказки, которые у вас будут лежать на рабочем столе, с помощью которых вы можете выполнять какие-то действия. Например, надо зарегистрировать читателя. Прямо фиксируем, что открываем главную страницу НЭП. Заходим, находим в правом верхнем углу кнопку «Войти». Выбираем позицию «Зарегистрировать». Проходим стандартную процедуру регистрации, да, то есть вот такую памятку себе составили, допустим, да. Не забываем, скажем, раз в месяц отслеживать новые коллекции, которые появились у нас. Для этого у нас есть раздел «Новые поступления в коллекции». Не забываем отслеживать новые коллекции, которые появились, включаем их в свой список коллекций. Не забываем отслеживать новости на сайте, потому что там может быть извещение о каких-то интересных сервисах новых, которые появились. Не забываем, что у нас всегда есть возможность получить обратную связь со мной, либо с сотрудниками РГБ. Если мы видим, что вдруг перестала по каким-то причинам работать НЭП так, как должна работать. То есть, допустим, программа «Просмотрщик» у нас стоит, а книги не открываются. Я точно знаю, что читатели у меня, допустим, в течение этого месяца были и книги открывали и читали, а в разделе «Статистика» у меня ничего не отражается. Не сидим молча, а сразу пишем сотрудникам НЭП и обозначаем проблему.
То есть, допустим, библиотека такая-то, договор номер такой-то, не работает статистика, не отражается книговыдача. Это может быть какой-то технический сбой, который мы с вами исправить не в состоянии, но если мы об этом будем молчать, то, ну, так и будем сидеть молча, без цифр и без продвижения, да, какого-либо. Поэтому столкнулись с проблемой, обозначаем ее, просим, чтобы ее нам помогли решить. Я очень надеюсь, что по результатам занятия вы сможете справиться со всеми теми заданиями, которые я вам дам, что мы с вами возникшие в ходе работы проблемы будем активно обсуждать в группе ВКонтакте, которую я создам, и ссылку на которую вам методисты отправят. Ну и в итоге это поможет нам с вами вывести работу СНЭП на должный уровень. И в следующих годовых отчетах у нас с вами уже будут ударные показатели и количество читателей, запросы которых мы смогли удовлетворить, в том числе электронными книгами, у нас многократно возрастет. На этом, наверное, все. До свидания. Жду ваших работ и ваших вопросов в группе ВКонтакте.